Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко и сегодня в программе. Не допустить ксенофобии и создать масштабное партнерство с ЕАЭС. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Адвокатам семьи умершего таджикского младенца Умарали Назарова запретили разглашать подробности смерти ребенка. 5 трупов на свалках и полгода молчания. Следствием назван виновник смерти 5 мигрантов. Девушкам в Узбекистане теперь можно выходить замуж только после 20 лет. Оплата лояльности. Кыргызстан получил очередные новые преференции от России. Ташкент составляет базу врагов национальной безопасности, в которой десятки тысяч фамилий. Патенты для мигрантов со следующего года вырастут в цене. Глава Талибана при смерти. Сможет ли Афганистан воспользоваться временной слабостью боевиков? Сегодня президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. За час в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин высказал оценки произошедшим событиям, в том числе связанным с турецким инцидентом и международным терроризмом. Начав с минуты молчания, глава российского государства призвал россиян жестко бороться с любым проявлением экстремизма и ксенофобии. Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. Экономической инициативой Владимира Путина, которая затронет Центральноазиатский регион, стало предложение создать масштабное экономическое партнерство между странами ЕАЭС, ШОС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Чтобы открыть дополнительные возможности для наращивания экономических связей России, наша страна участвует в интеграционных процессах. Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Создано единое пространство со свободным движением капиталов, товаров, рабочей силы. Достигнута принципиальная договоренность о сопряжении евразийской интеграции с китайской инициативой экономического пояса «Шелкового пути». Создана зона свободной торговли с Вьетнамом. В следующем году в Сочи проведем саммит Россия-АСЕАН и, уверен, сможем выработать совместную взаимовыгодную повестку сотрудничества. Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства. Вместе наши государства составляют почти треть мировой экономики по паритету покупательной способности. О каком еще большем экономическом партнерстве идет речь? Решены ли все проблемы внутри ЕАЭС, чтобы начинать новые проекты? И как этот масштабный проект затронет конкретно Центральноазиатский регион? Мнение эксперта. Сотрудничество со странами ШОС, АСЕАН и другими странами-партнерами предполагалось всегда, и я полагаю, что оно будет развиваться, невзирая на степень решенности внутренних проблем по ЕАЭС. Потому как мы прекрасно понимаем, что вопросы совершенствования внутренней системы взаимоотношений, внутренней политики, создания единых рынков ЕАЭС находятся лишь только на начальном этапе своего становления. И если организация поставит себе целью решить сначала все внутренние вопросы, а затем только после этого переходить к формированию внешних связей, то в данном случае произойдет огромный разрыв между внутренней и внешней политикой. Ситуация на рынках меняется достаточно быстро, и просто исключить из вот этого внешнего общего торгового оборота от внешних экономических связей страны не могут. Поэтому, конечно, да, параллельно с развитием внутри ЕАЭС, с формированием единых рынков, отраслевых рынков, с гармонизацией, унификацией законодательства будут происходить и поиск разных способов взаимодействия с странами вне экономического союза.
Уголовное дело по факту гибели 5-месячного младенца Умарали Назарова возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей». И это, пожалуй, все, что теперь возможно узнать по расследованию, потому что с адвокатов семьи взяли подписку о неразглашении. Согласно Уголовному кодексу России, по статье «Смерть по неосторожности» из-за безалаберности или некомпетентности обвиняемому положено либо до 3 лет условно, либо принудительные работы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо в крайнем случае до 3 лет реального срока. Один из адвокатов семьи, Юрий Серов, сообщил ТАСС, что с 3 защитников взяли подписку о неразглашении подробностей предварительного расследования. Другой адвокат, Олег Барсуков, подчеркнул, что в его практике такой случай первый. Расследование в закрытом режиме может проходить только если есть вероятность разглашения государственной тайны или иных тайн, например, коммерческой, налоговой, врачебной или подробностей частной жизни. Какая же государственная тайна кроется в смерти таджикского младенца? Что желает скрыть петербургская полиция, рассказывает председатель организации «Правовая помощь мигрантам» Уктам Ахмедов. Потерпевшего по делу нету, так как единственная потерпевшая, которая была, она была отправлена домой по решению суда. И на данный момент, так как нету потерпевшего, и дело как бы чуть-чуть приостановлено получается, хотя уголовное дело еще не закрыто. Поэтому, по моему мнению, это дело будет потихоньку как бы сворачиваться. В любом случае, тут органы, они будут как бы сворачивать те виновные, которые были замешаны в этом, они тогда не допустят, чтобы это дело дальше развивалось и дошло до логического конца. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. Патенты для мигрантов со следующего года подорожают на 5%. Их цена составит 4200 рублей в Москве, что связано с ростом зарплаты в российской столице, заявили в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Государственный долг Казахстана составляет более 25 миллиардов долларов, увеличившись с начала текущего года почти на 40%. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган посетит Туркменистан с официальным визитом 11 и 12 декабря. Это вторая после Азербайджана страна, которую Эрдоган посетит после парламентских выборов. Прокуратура Кыргызстана окончила расследование дела в отношении депутата Нурлана Тарабекова, которого следователи обвинили в подделке диплома о высшем образовании. Оказалось, нардеп для получения классного чина представил поддельную копию диплома. Сам же он был отчислен с 5-го курса университета. Несмотря на доказательства, коллеги-парламентарии не сняли с него неприкосновенность и не дали осудить по статье мошенничества. В Узбекистане объявлена амнистия в связи с 23-й годовщиной принятия Конституции. В прошлом году по амнистии были освобождены более 52 тысяч человек. Айтыш, что из соревнования двух людей в искусстве поэтической импровизации в форме чтения или пения под музыку, вошел в список нематериального культурного наследия человечества от Кыргызстана и Казахстана. В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась выставка росписи синего зала из Пенджикента. Роспись парадного зала из Пенджикента включает в себя цикл легенд о Рустаме, персонажа иранского эпоса. Археологические исследования городища Пенджикент, расположенного на территории современного Таджикистана, проводятся экспедицией Эрмитажа, начиная с 1946 года. Стали известны подробности еще одного громкого дела о смерти мигрантов. Спустя полгода следователи наконец назвали имя бизнесмена, по вине которого 5 мигрантов-таджиков задохнулись угарным газом. После этого предприниматель хладнокровно засунул тела в черные мешки и развез по мусоркам Москвы и Тулы. В июле этого года в Московской и Тульской областях вблизи со свалкой мусора были найдены тела 5 неизвестных. Трупы завернули в черные полиэтиленовые пакеты и намеренно раскидали на отдалении друг от друга. Следователям удалось установить, что тела принадлежат 5 мигрантам из Таджикистана. Смерть рабочих наступила из-за углекислого газа, которым они надышались при проведении работ. Спустя несколько недель был задержан бизнесмен, который нанял бригаду мигрантов для незаконной врезки в путевой нефтепровод. Он планировал в Орловской области откачивать из путепровода нефть. Для этого рабочие вырыли подкоп к трубе. Чтобы скрыть преступление, предприниматель разбросал тела задохнувшихся в соседних областях. Наконец, только спустя полгода следствие назвало имя нерадивого бизнесмена. Невольным убийцей стал Ахмед Ахмедов. Новый лидер движения «Талибан» Мулла Ахтар Мухаммад Мансур был ранен во время перестрелки, сообщают афганские власти. По их данным, во время совещания в пакистанском городе Квет между боевиками произошла словесная перепалка, которая затем переросла в вооруженную схватку.
Афганская сторона сообщает, что в ходе перестрелки мулла Ахтар Мансур был тяжело ранен и в настоящий момент находится в госпитале. Рейтер подтвердила, что перестрелка унесла жизни 5 крупных командиров. Еще более 10 человек, присутствовавших на мероприятии, были ранены. Мулла Ахтар Мансур получил 4 пулевых ранения. Силовики Кабула пока не прокомментировали это заявление. Забихулла Муджахед, который называет себя пресс-секретарем талибов, поспешил опровергнуть это сообщение. Однако анонимный источник в движении «Талибан» в интервью BBC все-таки подтвердил факт ранения главаря боевиков. Несмотря на широкую поддержку мулла Ахтара Мансура среди движения, о его непререкаемом авторитете говорить не приходится. У талибов существует очень много междоусобных противоречий. Как повлияет этот конфликт на дальнейшую судьбу самой непокорной политической силы Афганистана? Сможет ли правительство воспользоваться этим конфликтом, обернув себе на пользу? Мнение эксперта. Ну, вы знаете, во-первых, вот внутри движения «Талибан» уже давно происходит, как вы справедливо заметили, очень сложные процессы. А эти процессы, в принципе, вот новая фаза, более острая фаза этих процессов началась после того, как стало известно о смерти духовного лидера и основателя этого движения Муллы Омара. Что касается вот того, что сейчас происходит, безусловно, это нанесет удар по движению, ослабить ее позицию, без того уже, да, шаткого, потому что уже идет фактически давно уже начался процесс раскола, и мы на сегодняшний день можем говорить о 3 группах внутри движения «Талибан». Поэтому здесь ситуация осложняется, и очень сложно сказать, сможет ли правительство этим воспользоваться. Ну вот, на мой взгляд, например, предприятием правительства этим может воспользоваться могут воспользоваться другие экстремистские группировки, в частности ИГИЛ, которые с каждым днем все более активно и активно начинают действовать на территории Афганистана. Сегодня в Бишкеке прошло заседание 18-й Киргизско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Кыргызстан по его итогам получил очередные преференции перед Россией. Так, теперь все расчеты между Москвой и Бишкеком будут проходить исключительно в национальных валютах, а не в долларах, курс которого постоянно растет. Идет работа даже с неким превышением взятых на себя обязательств, и в том числе, помимо основной своей работы, которая «Газпром» ведет на территории Кыргызстана, решается немало социальных проблем, в частности, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, которые будут 16 построены, уже часть дано и построены в ближайшее время. Нам удалось обсудить актуальные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, социального развития, культуры и информации. Особое внимание мы уделили вопросам строительства Верхнорынского каскада. Вопрос Камбарата-1 был достаточно острым вопросом в наших обсуждениях. Мы обсудили инвестиционную программу «Газпрома», отметили положительную тенденцию в этом вопросе. Также мы сумели прийти к согласию и поручили соответствующим государственным органам и обратиться к нашим центральным банкам по переходу на рублевые расчеты по поставкам нефтепродуктов. Узбекистан создает общую базу граждан, которые могут угрожать национальной безопасности страны. В список неблагополучных вносят всех, кто снимает квартиры или их сдает, всех женщин, носящих платки, а также тех, кто размещает в социальных сетях вместо фотографий религиозные картинки. Общую численность всех тех, кто по той или иной причине попадает в список неблагонадежных, сложно даже представить. По всей республике местные власти обходят сдающиеся квартиры и выясняют, кто их снимает. Прогосударственные СМИ заявляют, что это необходимо для борьбы с неплательщиками налогов. Независимая печать говорит, что так ищут экстремистов. По данным Азади, в базу потенциальных врагов государства вносят и всех женщин, которые носят не только хиджаб, но даже и простой платок. Отличие мусульманского платка от традиционно узбекского установили в том, что первый закрывает шею, а второй нет. За
ношение платков даже обещает задерживать на 15 суток. Еще одними почти террористами названы пользователи социальных сетей, которые размещают на аватарке религиозные картинки или цитируют священные тексты. Их вызывают в органы для написания объяснительных. Ислам Каримов поручил прокурорам Узбекистана строго следить за тем, чтобы все выходящие в республике замуж девушки были старше 19-20 лет. Хотя, согласно законодательству, девушке можно вступить в брак и в 17 лет, а в особых случаях даже и в 16. На манганское выступление Ислама Каримова показывали по всем телеканалам страны, сообщает Изадлик. Ислам Каримов заявил, что девушки после окончания школы должны отучиться еще как минимум 3 года, а уже потом создавать семью. Нужно получить образование в профессиональных колледжах, освоить профессию. Тогда наши девушки могут войти в другую семью с поднятой головой, подчеркнул глава Узбекистана. Ранние браки действительно большая проблема Узбекистана, отмечают эксперты. Однако разрешение выходить замуж только после 20 лет может вызвать массу гражданских браков, после расторжения которых девушки будут оставаться ни с чем. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.